Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера Жогорку Кеңеш согласился ввести в Comter Gold Company, которая входит в систему Центера Gold, внешнее управление, а также продлил время работы госкомиссии, возглавляемой депутатом Акылбеком Джапаровым, еще на 3 месяца. Выступая на заключительном заседании комиссии 12 мая, Джапаров сказал, что Центера явилась не просто ошибкой президента Акаева. Мы предполагаем, что если в 1992 году Акаев, будучи молодым президентом суверенного государства, мог допустить какие-либо ошибки при заключении договоров 1992-1993 года, то уже в 2003 году он и члены его семьи поставили выше свои личные интересы над интересами кыргызского народа. Президент, глава государства, который, несмотря на запрет законодательного собрания по созданию Центеры, создает компанию Центеры с тем, чтобы получать дивиденды. За 2 недели до этого Акаев дал интервью кыргызскому журналисту, который специально ездил для этого в Москву и наговорил с 3 короба при молчаливом согласии журналиста. При этом он спрятался за спиной Чингиза Айтматова и Насирдина Исанова, сделав их чуть ли не главными игроками политической аферы, когда в Бишкеке появился Борис Берштейн, сосватавший Кыргызстану канадскую корпорацию Камека. Наш старший брат Чингиз Айтматов познакомился с Борисом Берштейном, и этот Берштейн потом сказал, что он переговорит с корпорацией Камека, чтобы нам помочь. А потом в один из дней мой премьер-министр Насирдин Исанов привел этого Берштейна. Я сказал: хорошо, если он сможет помочь, будем с ним сотрудничать. И вот так мы стали работать с Берштейном. Исанов ершитип келет Берштейнди. Жакшы болот, жардам берсе иштейли деп, анан Берштейн менен иштеп калдык. Берштейн в начале 90-х годов уже был известен на бывшем советском пространстве как нечистоплотный бизнесмен, а в некоторые республики ему даже уже запретили въезд. Кадровый чекист, много лет проработавший в центральном аппарате КГБ СССР в Москве Владимир Попов, который затем эмигрировал в Канаду, сказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону в прошлом июле, что Берштейн был человеком КГБ. Борис Берштейн, например, Сиабека фирма. С языка у меня сняли, я как раз хотел его упомянуть. Да, то есть они открывали ногами дверь к лидерам, новым лидерам новых государств, и те были в смятении, но им объясняли, что это человек КГБ. Это так, да. Действительно? Так. 100% агента, о чем бы, так сказать, говорили те, кто руководил короткий период времени государственной безопасностью России, в частности, Шумейко. Аскар Акаев был избран впервые президентом Жогорку Кеңеша в октябре 90-го года, еще до распада СССР. Бывший тогда спикером легендарного парламента Медеткан Шеримкулов вспоминал, что из-за пределов Кыргызстана первым Акаева поздравил председатель КГБ СССР Владимир Крючков, а сообщил о том, что с ними хочет по телефону поговорить Крючков, глава КГБ Кыргызстана генерал Жумабек Асанкулов. Жумабек Асанкулов позвонил и сказал, что Крючков просит позвонить. Мы позвонили. И он, Крючков, поздравил Акаева, сказал, что он едет сейчас в машине, но потом более подробно поговорят. Свидетелями этого разговора были только мы с Акаевым, Акаев и я. То есть после депутатов кыргызского парламента, руководителей Кыргызстана, первым Акаева поздравил глава ГКНБ СССР Владимир Крючков. Акаевты биринчи болуп, биздин кыргыз депутаттары, кыргыз жетекчилеринен кийин башкалардан болуп дегиле биринчи куттуктаган мына ошо Крючков болду. Если Борис Берштейн был агентом КГБ, а Акаев был в приятельских отношениях с первым человеком КГБ того времени, можно вполне подозревать, что не только Кумтер, но и сам Акаев были, возможно, проектом КГБ. Сейчас же, по прошествии 30 лет, Акаев может говорить что угодно молодым журналистам и даже рассказывать им, что всю страну и весь кыргызский народ на путь истинный наставляла его дочь Бермет Акаева. Меня как президента-демократа приглашали на ежегодный экономический форум, который проходил в январе-феврале в швейцарском Давосе. Там собирались руководители финансовых организаций, президенты, премьеры. И вот когда я там бывал, дочь моя, Бермет, с утра до ночи помогала мне. Когда мы вступили в ВТО в 1998 году, в этом была огромная заслуга моей дочери Бермет. Если я скажу, что ее роль в этом была решающей, я не ошибусь.
Мына ошондо менин Бермет кызымдын эмгеги зор, чечкиндүү салым киргизди десем жаңылбайм. Не только бумага, но и микрофон все стерпят. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аеп. Всего вам хорошего и до свидания.